Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем наше еженедельное совещание. Пожалуйста, противопожарная служба, Евгений Александрович. Андреев Евгений Александрович подключился? Так, нет еще. Так, отдел по надзорной деятельности МЧС, Степан Владимирович Сидоров. Доброе утро. Я Рожина Елена Николаевна, замещаю Владимира. Хорошо. Ага, хочу сообщить, за прошедшую неделю были проведены рейды по лесам. Было проинструктировано более 80 человек. Ну и далее рейды будут продолжаться у нас в праздничные выходные дни. У меня все, спасибо. Спасибо. Так, ММУ Якутская. Доброе утро, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Николай Петрович. За неделю у нас в городе Якутске зарегистрировано 22 преступления, раскрыто 16. Из них тяжкие, особо тяжкие 8, раскрыто 5. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 32. Это 1 грабеж, 16 краж, 5 мошенничества, 1 преступление по линии экономики и 9 прочих преступлений. Установлено лица, совершившие преступления, 45. Из них ранее судимыми 8, женщинами 6 и 6 преступлений несовершеннолетних. Объявлено в розыск преступников 1, он установлен. Далее поступило сообщение по пропавшим 9, в том числе несовершеннолетних 5. Установлено 2, один из которых был объявлен в течение недели. По несовершеннолетним также 2 установлено, 1 объявлен в течение недели. Зарегистрирован суицид 4/4. По безопасному городу выявлено 5 административных правонарушений и раскрыто 3 преступления. За неделю отделами и подразделениями всего составлено административных протоколов 1014. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 24 человека. На 21 июня содержится 26. В СНП за неделю помещено 3 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 8 человек, из них арестовано 4, под домашним арестом 1. Далее по профилактике ковид. За неделю было задействовано 202 сотрудников управления, сформировано 184 наряда, из них 32 пеших патруля, 152 это по проверке самоизолированных и амбулаторно больных граждан. 22 группы по линии ПДН. Было вручено всего 864 анкеты уведомления, из них по площади Победы 101, по Орджоникидзе 83, по Ленина 109, по Дружбе 75 и в Хатасах 8. По административной практике всего составлено 105 протоколов по статье 20.6 Рим 1. Из них в Хатасах 5 протоколов. С нарастающим всего 1239. Далее, по системе 112 поступило 160 сообщений о нарушении режима самоизоляции гражданами. По данным фактам у нас в отделах полиции проводится проверка. Группой ПДН выявлено 86 несовершеннолетних, которые находились в ночное время в городе Якутске. Проверено 18 условно осужденных несовершеннолетних. Далее составлено 15 административных протоколов. Вкратце доклад закончен. Спасибо, Николай Петрович. Пожалуйста, транспортная полиция, Ансудоев Борис Аблоевич. Так, организационное управление, вы мне по ходу подключения участников совещания сообщайте, пожалуйста, кто у нас еще дополнительно подключился. Так, Михаил Михайлович Филиппов, ГИБДД, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошлую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранения получили 4 человека. По видам ДТП по одному распределились: это наезд на велосипедиста, падение пассажира, столкновение и опрокидывание.
В целях профилактики ДТП выявлено 711 правонарушений, из них 61 в отношении нетрезвых водителей. На спецстоянку доставлено 78 автомашин, и за тонировку стекол привлечено 16 водителей. По выявленным недостаткам транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети составлено 44 акта, выдано 7 предписаний и составлено 2 административных материала по статье 1234 КоАП РФ. По пассажирским перевозкам составлено 6 административных материалов, из них 5 в отношении должностных лиц и 1 в отношении юридического лица. У меня вкратце все. Доклад окончен. Скажите, пожалуйста, вот по несанкционированному мероприятию, которое проходило на Бирюйском тракте ночью, какие меры принимаются? По поводу дрифта и Да. вот этих моментов, да, у нас на направленной госавтоинспекции приняты меры, в том числе и управлением было дано задание, чтобы на Бирюйском тракте 35-30 километры провести рейдовые мероприятия в направлении именно по этой части. А также, хотелось бы еще по части, где Речпорт, заезд, поднять, хотели бы вопрос вообще закрытия в ночное время шлагбаума. Как это вопрос рассмотреть? Так, управа промышленного округа, пожалуйста, посмотрите по территории. Или есть что доложить? Да, разрешите доложить, Сара Владимировна? Николаевич, пожалуйста. Да, мы в тот раз на комиссии безопасности дорожного движения рассматривали этот вопрос. Там, значит, установка шлагбаума не представляется возможным, потому что существует предприятие, работающее в круглосуточном режиме. Там несколько ночных заведений есть. Два или три ночных заведения в здании, там сказали. И еще, значит, в порт заезжает тоже круглосуточно. Поэтому шлагбаум ставить практически бесполезно. Так, а для ограничения скорости что можно Да. сделать? Мы на комиссии БДД в прошлый раз разговаривали о искусственных неровностях, которые можно на дороге наложить. И вот решили на этой комиссии БДД представить их, значит, сотрудникам ГИБДД, чтобы принять решение об их установке. Все. Спасибо. Михаил Михайлович, да, в комиссии будете, когда принимать участие, пожалуйста, посмотрите этот вопрос. Да, хорошо, принято. Так, Кирилл Евгеньевич Алчин, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета было проведено 20 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых наложено 4 штрафа на сумму 4000 рублей, 4 дела выдано предписание, 2 дела передано в Росприроднадзор по поднадзорности и 2 дела передано в Мировой суд. Помимо этого, в выходные дни проведены совместные рейды по соблюдению режима самоизоляции, проведено 40 бесед. Помимо этого, проводятся работы по выявлению несанкционированных свалок в зеленой зоне города Якутска. У меня все. Ну, по несанкционированным свалкам нам надо с вами работу продолжить совместную, поскольку, несмотря на то, что во время трехмесячника достаточно большое количество было убрано и вывезено, обнаруживаются все новые и новые. Здесь, в принципе, ну, я думаю, что департамент ЖКХ сейчас будет докладывать, если ГХ комплексные меры предложат, что нужно еще дополнительно сделать по несанкционированным свалкам. Так, пожалуйста, Георгий Александрович Игнатьев, Роспотребнадзор. Здравствуйте, Сардам Владимировна, уважаемые коллеги. По состоянию на 8 часов 23 июня 2020 года в республике зарегистрировано 3817 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 2995 случаев, что составляет 78,46%. За последние сутки в городе Якутске прибавилось 61 случай. Средний темп прироста заболеваемости за последние 7 дней составляет 2,4%. Темп прироста заболеваемости остается за последний день на уровне предыдущего дня. Свободный коечный фонд составляет 122 койки, что составляет 11,9%. За последние сутки осмотрены 4 рейса с общим количеством пассажиров и членов экипажа 210. В обсерватор направлены 5 пассажиров. Вручено постановление об изоляции по месту жительства гражданам, прибывшим из других регионов Российской Федерации, 205.
Сейчас идут мероприятия по подготовке к голосованию за внесение изменений в основной закон Российской Федерации. Специалистами управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю были проведены обследования избирательных участков. По итогам первых обследований было установлено, что избирательные участки пока не готовы к работе. Отсутствуют специальные линии для разделения маршрутов, соблюдение социальной дистанции, кабины для тайного голосования не собраны, контейнера с крышками еще не установлены и не организован раздельный поток участников голосования. Вот организация раздельного потока участников голосования у нас стоит на приоритетном месте. То есть вход и выход должны быть разные. Вкратце все. Спасибо. Так, Павел Николаевич Килин, когда сейчас будете докладывать про готовность участковых избирательных комиссий, пожалуйста, значит, прошу на эту информацию обратить внимание. С 25 числа, послезавтра, уже начинается всероссийское голосование, первый день всероссийского голосования. Тут осталось времени совсем у нас немного. Так, департамент ЖКХ, пожалуйста, Дина Олеговна. Доброе утро, Сардана Владимировна, уважаемые коллеги. 17 июня организовали публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Якутска на 2021 год. По итогам публичных слушаний решено считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать главе города Якутска утвердить вынесенный на рассмотрение проект постановления до 1 июля 2020 года. Основными направлениями актуализации схемы теплоснабжения 2021 года являются создание единой теплоснабжающей организации на территории города Якутска с 1 июля 2021 года, создать единое теплосетевое теплоснабжающее предприятие на базе ПАО «Якутскэнерго» АО «Теплоэнергия» с 1 июля 2021 года. Я знаю, что, отмечаю, что 18 июня проведена встреча главы и руководства ПАО «Якутскэнерго», где решили скорректировать даты и подписать соглашение по взаимодействию сторон по выработке эффективных решений, направленных на развитие систем центрального теплоснабжения в городе Якутске. Соглашение нами направлено на согласование РКПД номер 41, Департамент экономики, имущественных и земельных отношений, Департамент финансов, правовой департамент. Прошу дать сегодня нам обратную связь до 15 часов, так как на основании этого мы должны внести изменения, успеть внести изменения в проект схемы до 1 июля 2020 года. Также на прошлой неделе организовали комиссию по рассмотрению заявлений граждан для предоставления единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Одобрено 7 заявок. По муниципальным услугам выдано 10 разрешений на вырубку лесных насаждений путем заключения договора купли-продажи лесных насаждений по заявлению физических и юридических лиц. Также 18 июня заключено соглашение об отдельных переданных полномочиях по обращению с животными без владельцев с Департаментом ветеринарии. В соответствии с дорожной картой, утвержденной заместителем главы Сорокиным Романом Сергеевичем, в июне необходимо передать пункт передержки некоммерческой организации. В июле запланирован конкурс. Заказчиком является служба эксплуатации городского хозяйства. Также мы предложили выделить средства с местного бюджета для переоборудования ППЖ. Предложение направлено на имя Максима Макаровича и на ваше имя. Также мы предлагаем свои источники финансирования из программы, поэтому прошу поддержать. Далее поступили предложения от МОП «Городские бани» по выделению средств на нужд. Это получается около 2 миллиона 800 они запросили, да. Это спасательные службы, очистка дна и еще какие-то мероприятия были. Поэтому мы сейчас будем частично удовлетворять их заявку, да, тоже найдем средства своей программы, прошу нас поддержать. Так как сейчас там люди активно уже начали купаться, и в любом случае какие-то мероприятия мы должны провести.
В адрес первого заместителя главы Трофима Максима Макарыча направлено предложение об определении Департамента ЖКХ и энергетики уполномоченным органом по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний. Докладываю по подготовке к отопительному периоду 2021 на территории города Якутска по состоянию на 19 июня 2020 года. Подготовка к отопительному сезону 2021 ведется в соответствии с распоряжением от 2 апреля 2020 года за номером 472-Р о подготовке и прохождении отопительного сезона 2021 на территории города Якутска. Этим же распоряжением утвержден план прохождения ОЗП и состав комиссии. Председателем комиссии является Сорокин Роман Сергеевич, а заместителем председателя является Егинов Аял Анатольевич. Аялом Анатольевичем по состоянию на 19 июня проведено 4 заседания штаба подготовки к ОЗП. И из основных мероприятий всего в городе Якутске 3072 многоквартирных дома, 2781 жилых дома подлежат промывке системы центрального отопления, из которых работы по промывке переведены в 731 жилых дома, что составляет 26%. За аналогичный период прошлого года было промыто 666 многоквартирных домов. Если взять в разрезе территориальных органов управления по исполнению мероприятий на июнь месяц, по процентам составляет автодорожный 24%, Гагаринский 60%, Губинский 23%, Октябрьский 66%, промышленный 20%, Сайсарский 75%, строительный 68%, центральный 75%, Кангаласы 38%, Маган 65%, Марха 91%, пригородная 10%, Табага 53%, Тулагино-Кильдямский наслег 100%. Всего составляет 55%. Это по плану на июнь месяц. По управлению образования объектов 121 промыт один объект. По управлению здравоохранения 104 объекта, ни одного еще не промыто. По управлению культуры и духовного развития 31 объект, промыто 2 объекта. По управлению физической культуры 7 объектов, промыто 1 объект. В разрезе объектов коммунального комплекса из основных ресурсоснабжающих организаций по плану на июнь месяц АО «Теплоэнергия» 33,54%, Якутскэнерго 0,14%, так, ООО «Северные коммунальные системы» 20%, ООО «Трасстрой» 34%, ООО «Саха-Электрогаз» 48%. Всего общего объема составляет 8%. Так, доклад будет направлен сегодня вам. Коротко все. По несанкционированным свалкам служба эксплуатации городского хозяйства, отдел экологии отрабатывает. Сегодня мы соберемся и решим дополнительно, что делать. А также у нас сейчас на согласовании находится порядок по возмещению для МУП «Жилкомсервис» негативного воздействия, части негативного воздействия. Так, ну, в общем, этот порядок еще, если выйдет, то у нас появится механизм возмещать часть затрат по субботникам вывоза мусора жилкомсервиса. Коротко все. Спасибо. Хорошо, спасибо, Дина Олеговна. Так, уважаемые коллеги, ну, прошу обратить внимание на то, что процент исполнения мероприятий за июнь, а у нас с вами сегодня 23 июня, осталась неделька, процент исполнения очень низкий. Обращаю внимание, значит, главы автодорожного округа, что у вас за июнь получается чуть более 24%. Также обращаю внимание, значит, Губинский 23,5%, вы сказали, да, Дина Олеговна? Тоже очень мало, промышленный всего 20%. Это, друзья мои, очень плохо. Значит, пригородная всего 10%. Значит, этот отчет я прошу Дину Олеговну информацию рассылать, значит, также во все территориальные органы управления, для того, чтобы люди видели. Также обращаю внимание, управление образованием. У нас в прошлом году, буквально до сентября месяца, были проблемы с запуском учреждений
образования в связи с тем, что руководители образовательных учреждений не придерживались графика подготовки к отопительному сезону. И вот сейчас мы видим, что снова начинается то же самое, что в прошлом году. Детские сады у нас из 63 не промыт ни один, из школ у нас из 58 объектов, которые должны быть промыты, промыт всего один. Управление здравоохранения города Якутска, из 104 объектов на сегодняшний день не промыт ни один объект. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу протокольно данное поручение записать, обратить внимание особенно управление образования, управление здравоохранения. Так, спасибо. Аял Анатольевич Егинов, пожалуйста. Светлана Владимировна, прошу прощения, Ансудоев Борис Абович готов доложить, у него проблемы со звуком были, пожалуйста. и Андреев Евгений Александрович, он не подключился. Так, пожалуйста, Борис Абович. Доброе утро, Светлана Владимировна. Значит, на территории обслуживания объектов транспортного комплекса Якутского гарнизона осталась стабильной обстановка под постоянным контролем служб управления. Значит, проводится мероприятие, направленное на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспорта, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Значит, за отчетный период зарегистрировано 17 преступлений, из них 12 раскрыто, 3 преступления не раскрыты, кража с грузов. По ним проводится мероприятие. Значит, также выявлено административное правонарушение 152, за мелкое хулиганство 8, за нарушение правил поведения на транспорте 20. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 19 административных правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 82 тысячи. По докладу все. Спасибо большое. Так, Аял Анатольевич, служба эксплуатации городского хозяйства. Доброе утро, Сардана Владимировна, уважаемые коллеги. Так, у нас ведутся работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог. У нас сегодня, получается, ремонт выполнен площадью на 1840 квадратных метров. Это у нас проспект Ленина, Каландашили, Лермонтова, Аюнского, Пояркова, Богатырева. Сегодня у нас работы ведутся по улице Дзержинского. В рамках текущего ремонта дорог мы отсыпали дорожное полотно улиц Ильминская, Ощенко. Без учета объемов у нас на сегодня завезено 573 кубометра кружки асфальтовой, да, и 100 кубометров скальника. Также мы в пятницу я провел выездное совещание с участием ЕТЭЦ и управы на месте пешеходного перехода, это на перекрестке улиц Пояркова, Курашова, да, вы знаете, там у нас есть проблемный такой пешеходный мост. В общем, мы договорились с ЕТЭЦом, что они будут проводить реконструкцию П-образного компенсатора, да, с удлинением, чтобы вообще в будущем исключить демонтаж этого вообще пешеходного моста. Для этого они сейчас будут разрабатывать проект. Наша задача – это содействовать им в расширении охранной зоны для опоры компенсатора. Также у нас, информирую, что закончен прием заявок по техобследованию по пешеходным мостам через озеро Теплое. Да? У нас при начальной цене 1 300 000 победил подрядчик ценой 595 тысяч, почти в 2 раза цену уронил. Организация она из Братска. Это проектные работы, будем контролировать проведение работ. Также у нас регулярно проводится, помимо штаба по отопительному сезону, штаб по озеленению. Но по результатам штаба сообщаю, что у нас плановый объем высадки цветов у нас очень низкий по году, да, по городу. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас в этом году планируется высадка зеленых насаждений 324 тысячи. Если то в прошлом году у нас было 1,5 миллиона цветов. Но это связано в первую очередь с тем, что все организации, да, у нас не принимали участие в связи с коронавирусом. Поэтому у нас вот такие низкие показатели. Полный отчет будет вам направлен позднее. Нет, по цветам-то понятно. Мы с вами изначально говорили о том, что мы 1,5 миллиона цветов садить не будем. Да. Мы с вами говорим о том, что мы все-таки стараемся теперь упор делать на деревья и кустарники. По ним какие цифры у вас? По деревьям примерно 700, по-моему, было. Я сейчас уточню, вам направлю с одного информацию. Цифры, пожалуйста, значит, под рукой, и к следующей планерке докладывайте по озеленению в том числе, и вот так же, как вы делаете по
подготовки к отопительному сезону по озеленению делайте для сведения всех по территориальным органам управления. Договорились. Дальше. Так, по резервным источникам питания по вашему поручению мы отрабатываем с управлением образования теплоэнергии, да? Ну, источники у нас определены, это 13 генераторов предоставит теплоэнергия, по одному генератору предоставить управление культуры и образования, и 4 генератора должны закупить управление образования. Сейчас мы определяем персонал с допуском, который будет вот эти работы по переключению в случае необходимости проводить. На этой неделе мы проведем также инструктаж, чтобы быть более готовым. Так, ну по заключению дезинфекции многоквартирных домов у нас работы продолжаются. По общественным работам у нас будут работы вестись в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. Это получается у нас контактные поверхности, остановки, детские площадки и скверы и площади. Ну, у меня кратко все. Спасибо за внимание. Так, по свалкам еще раз. По свалкам, прошу прощения, да, должен был доложить. Так, по несанкционированным свалкам в рамках трехмесячника, это получается в период с 15 февраля по 1 июня, да, у нас вывезено 4963 кубометров из запланированных 17 тысяч кубометров. То есть это получается, что примерно 30%, но здесь необходимо отметить, что несанкционированные свалки у нас вывозятся регулярно в течение лета, да, то есть это получается у нас управы законтрактовались у нас в апреле, в мае, и они только начали работать, в принципе там у нас идет тоже в плановом порядке управами, в принципе там проблем таких нету серьезных на сегодня. Реестр несанкционированных свалок, который вы ведете с коллегами, пожалуйста, дополните, значит, той информацией, которая поступила у нас через социальные сети. Хорошо, договорились. Потому что там люди жалуются, ну, кое-что у вас в реестре есть, в планах стоит на вывоз, кое-что новое, поэтому все это нужно привести в соответствие. Хорошо. Якутдорстрой, пожалуйста. Александр Юрьевич. Доброе утро, Сардана Владимировна, уважаемые участники конференции. С 13 апреля по 22 июня с уличной дорожной сети было вывезено около 9000 кубометров смета. Ежесуточно на линии выходит по 12 единиц кандий, в том числе 21 единица КО-806 полевомоечная машина. Уборка прибордюрной части ведется в круглосуточном режиме. На следующей неделе мы планируем выпустить 7-ю скандию и в день, и в ночь. Что касается ямочного ремонта, с учетом работы в выходные дни, мы вот сейчас объемом пересчитали, получается у нас около 3000 квадратных метров выполнено. Сейчас работаем улица Дзержинского, автострада и улица Можайского. Все работы идут согласно графика производства работ, утвержденного и согласованного. Со среды мы выходим на улицу 50 лет Советской Армии, Богдана Чижика и Хабарова. Санация трещин выполнена у нас около 11 тысяч погонных метров. Также работа ведется от Дзержинского, автострады и Можайского. Так, с сегодняшнего дня начинаем скос травы с обочины газонов. Начинаем с проспекта Ленина и Дзержинского. Также, что касается водоотведения авиапорта, практически все работы выполнены. Это рыхление и разработка мерзлого грунта, устройство технологической дороги, укладка водопропускных труб. Скальный грунт на сегодняшний день завезен 2600 тонн из 3100. К четвергу мы завоз сыпучих материалов закончим. Что касается укрепления откосов, из 67 2 метров выполнено около 30%. На этом все. Хорошо, у меня просьба, пожалуйста, помогите управе Губинского округа, значит, перекрыть въезд машин на набережную около новых домов на 203-м микрорайоне. Своими силами они попытались сделать, но полностью перекрыть не могут. Машины теперь через бордюры, через песок начинают все равно туда заезжать и беспокоят жителей. Так, Горснаб, пожалуйста. Доброе утро, Сардана Владимировна. Доброе утро, коллеги. Горснаб работает по плану. В настоящее время у нас на производственной базе Хатамыровского шоссе 9 идет подготовка к отопительному сезону, ревизия котлов и систем отопления. По дочерним предприятиям у нас по ООО «Саюри» месячный план на 19 число исполнен на 43%, а полугодовой план исполнения составляет 90%. По Багарах у нас
Текущий месячный план исполнения составляет 59%. Вот. На сегодняшний момент завершаются у нас посевные работы по силосу. Вот. Ну, а так в целом все в рабочем плане. Савелий месячный план выполнит, при том, что сейчас у них 43%. Саюри месячный план не выполнят, но по полугодию они идут как бы в плане. У них было опережение в апреле, в мае, сейчас есть определенные там небольшие проблемы. У них раньше времени ушел на севооборот 2 блока, соответственно, у нас показатели снизились. Понятно. План севооборота мы поменяли в связи с тем, что у нас позже вводится 3-1 очередь. Ну, как бы это друг от друга зависит, поэтому погоду мы выровняем в любом случае. Да, погоду надо, чтобы они план все-таки выполнили. По Багараху обратите внимание на их мероприятия по подготовке к приему нового поголовья, которое в августе прибудет. Все ли у них там готово? Хорошо. Так, Горсвет, пожалуйста, Максим Николаевич. Доброе утро, Сардана Владимировна, доброе утро, коллеги. Работаем по плану, значит, аварийных ситуаций у нас за неделю не зарегистрировано. Со следующей недели планируем, значит, приступить уже по улично-дорожной сети в части программы «Светлая столица». У нас приоритет это будет Катасы, Маган, Тулагина и Владимировка, которые идут по плану. Ну, вкратце все. Сейчас закупаем материалы, все оставшиеся, то, что у нас осталось. Ну, в принципе, да. Спасибо. Валерия Сергеевна Белоус, Жилкомсервис. Доброе утро, Сардана Владимировна. Доброе утро, участники совещания. Предприятие работает в штатном режиме. За отчетный период на городской полигон по захоронению отходов принято 22 521 метр кубических ТКО. Продолжается завоз отходов в рамках ликвидации несанкционированных свалок. За отчетный период завезено 545 метров кубических. Итого с начала трехмесячника санитарной очистки мы приняли уже 8106 метров кубических отходов по несанкционированным свалкам. Для этого мы выдавали бесплатные талоны, прием продолжается. На сливную станцию вывезено 13 141 метр кубических жидких бытовых отходов. По пункту передержки сегодня находится 251 безнадзорная особь. За отчетный период отловлено 35, выпущено в среду обитания 6. По несанкционированно размещенным крупногабаритным объектам вывезено 6 металлических гаражей. Коротко все. Готова ответить на вопросы. Ясно. Так, Якутская кассетия, Владислав Владимирович Сазонов. Доброе утро, уважаемая Сардана Владимировна, Альберт Никандрович, уважаемые участники совещания. Предприятие работает в штатном режиме. В настоящее время 48 единиц техники у нас задействовано. За прошлую неделю вывезено 19 210 кубических метров твердых коммунальных отходов. С начала года 456 тысяч кубов отходов. В целом ситуация, в принципе, стабильная. Несколько единиц техники у нас работают круглые сутки. Хотелось бы обратить внимание и попросить, чтобы произвели отсыпку к местам накопления твердых коммунальных отходов по причине невозможности проезда и заболоченной местности. Коротко в целом все. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как продвигается ваша охота на газелей? Заявки мы, обращения получаем от граждан, уже составили материал, направили в природоохранную прокуратуру для принятия мер. В том числе был направлен материал в отношении InDriver по причине того, что они создали платформу, которая позволяет людям заказывать вот такой вид услуг. Видеофиксацию мы произвели, что данные лица вывозят отходы не на полигон, а на общественные санитарные точки. В этом направлении работа ведется активно. Ну, тут проблема-то скорее, наверное, не сколько в InDriver, сколько в водителях, которые некачественно выполняют услуги. Самих водителях. Согласен. Не думаю, что InDriver там сподвигает людей выбрасывать мусор в лес. Но это наша общая с вами задача. Вот эта акция, которую вы объявили, охота на газели, ну, я надеюсь, что жители откликнутся. И потом, значит, вот эти так называемые черные мусорщики, ну, посмотрите, количество несанкционированных свалок, несмотря на наши с вами совместные усилия, она растет, количество это растет, поэтому здесь нам с вами вместе необходимо действовать. Ну, и потом по крупногабариту, конечно, проблема частного сектора заключается в том, что, во-первых, не все заключили с вами договоры, ну, как бы публичная оферта, понятно, действует, но там не везде еще и санитарные точки есть вблизи. Поэтому крупногабаритные, вот мы вчера считали с
Роман Сергеевичем, сколько стоило бы, если бы мы хотели утилизировать старый диван, например, свой, да, трехместный, предположим. Это порядка 2000 рублей. Не все готовы и согласны заплатить эти деньги для того, чтобы выкинуть старый диван, поэтому они его вывозят куда хотят и ставят его, типа, кому-нибудь может пригодиться, заберут. Поэтому, на самом деле, вот этот крупный габарит начинает нам очень серьезно вредить. Поэтому, пожалуйста, так, территориальные органы управления, административная комиссия, управление муниципального контроля, совместно, значит, Жилкомсервис и Якутской кассете, несанкционированные свалки, прошу обратить внимание. Так, управление здравоохранения, Константин Александрович Редаков, пожалуйста. Добрый день, Сардана Владимировна. Значит, были проблемы с подключением, исправили. Значит, на сегодня активность населения растет, обратилось за скорой медицинской помощью 2509 человек, это увеличение на 23%. В среднем за сутки скорая медицинская помощь обслуживает 358 вызовов. Удельный вес экстренных вызовов составляет 1336, это 53,2%. Несчастных случаев всего зарегистрировано 279, это тоже увеличение на 20%. Из них криминального характера 53, бытового 92, суицидального характера 2. С поводом укус 3 вызова, из них детей 1, госпитализированных нет. С поводом утопления был 1 вызов, из них 1 ребенок госпитализирован в детскую больницу. Обслужено 7 случаев ДТП, на прошлой неделе было 13. Выездов с поводом пожар 4. В травмпункт обратилось 1253 человека, это увеличение показателей на 50% по сравнению с прошлой неделей. Значит, после укуса животных первичных обращений 43, на прошлой неделе 21, из них укусы бродячих собак 14, на прошлой неделе 2. Так, количество больных, получивших бытовые травмы, 294, показатели также увеличены на 40%. Уличные травмы получили 197 человек, производственные травмы 3, детских нет. В детский травмпункт обратилось 96 ребятишек. Показатели также увеличились. Бытовых травм 33, уличных травм 63. В детскую инфекционную клиническую больницу обратилось 50 человек. Также увеличение на 70%. В реанимации находится 1 ребенок. По новой коронавирусной инфекции на стационарном лечении находится 322 человека, 279 взрослых, 43 ребенка. Выписано всего за период с этих больниц 679 человек, 25 человек умерло. На искусственной вентиляции находится 4 человека. Всего выписалось с марта месяца по городу Якутску 2231 человек. За последние сутки 55 человек. На амбулаторном лечении находится 811 человек, из них 257 детей. В обсерваторах находится 260 человек. В меднаблюдении в поликлиниках 1352 человека, из них 314 детей. Работают 30 бригад. За сутки заболело вновь коронавирусной инфекцией 61 человек. Кратко все. Спасибо. Константин Александрович, пожалуйста, доведите до сведения руководителя управления здравоохранения об отставании от графика подготовки к новому отопительному сезону 2021. Хорошо, это компетенция управления обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики. Я эту информацию доведу. Ну, структура это ваша одна, поэтому просьба довести. Так, управление культуры и духовного развития. Индира Петровна Ли. Доброе утро. Ну, с 8 по 21 июня мы впервые провели в дистанционном формате наш ИСЭХ Туймады. Если подведем итоги, значит, у нас было проведено 75 мероприятий, и, скажем, оценим их по 2 параметрам, можно оценить. Это у нас, значит, участники всего и просмотров, так как это у нас было в дистанционном формате. Да? Участников у нас 5772 человека, а просмотров составило 4 129 397. Значит, просмотров, если мы, значит, мы взяли сюда для просмотров
Сайт управления культуры – это 145 тысяч. YouTube-канал управления культуры – это более 34 тысяч. Инстаграм-страница управления культуры – это 1 365 000. Конечно, львиную долю нам дало НВК «Саха», это 2 478 000. На НВК «Саха» у нас было 9 концертов эстрады. Помимо этого были передачи по творческим конкурсам, этническим конкурсам и наш Алгыз. Также мы включили сюда медиаплатформу ЕКТ. На ЕКТ у нас просмотры составили 105 тысяч. Ну, я считаю, что количество просмотров было, ну, свою роль, наверное, сыграло то, что мы к этому подготовились серьезно, изготовили 24 видеоролика, 10 аудиороликов, и все они, значит, были у нас запущены, эта рекламная кампания. Поэтому у нас вот так 4 129 000. Я считаю, что это очень хороший результат. И приняли участие более 25 улусов республики. И также, например, были участники из городов Москвы, Санкт-Петербурга. Так что дистанционный формат, я считаю, что, наверное, себя оправдал. Я прошу передать благодарность всем работникам столичной культуры, учреждений культуры, домов культуры за то, что вот в таких сложных условиях, сложившихся вот в условиях пандемии, все-таки ваш коллектив, ваши коллеги все смогли, значит, посредством интернета передать людям атмосферу и дух праздника. Это было очень важно, поддержать людей эмоционально, поэтому коллегам вашим большое спасибо. Что хотели добавить, Индира Петровна? Так, кроме этого, значит, ну, по спонсорам, если пойдем, да, ну, конечно, у нас было спонсоров не так много, это было 9 организаций, и если там в денежном эквиваленте, то сумма спонсорства составила у нас 298 000. Кроме этого, у нас была, значит, Вы призы же все уже раздали победителям конкурса? Да, вчера, 21-22 мы призы все доставили, выдали. Ясно. Эхо-столица, Кингород, просьба, значит, материалы о победителях в ближайших номерах также разместить, чтобы люди посмотрели об увлечениях наших горожан. 20, 21, 22 мы организовали дополнительное дежурство, посты охраны выставили на улице Хатын, и 27, 28 тоже будет организовано охрана. Ну, вроде там спокойно все было, да? Да, где-то не было, было спокойно. Спасибо, спасибо. Алексей Клементьевич, пожалуйста, Управление образования. Доброе утро, Сардана Владимировна, уважаемые коллеги. По ЕГЭ у нас количество участников по базе РИС 2772. Количество будет уточняться по непоступающим в ВУЗ. На 23 июня данные могут измениться. Отказов от ЕГЭ всего 407 участников, в том числе муниципальных общеобразовательных 259. ЖАТАЙ-1, ЖАТАЙ-2, 1 негосударственных, это личности ГУМ лицей 15, будут писать ЕГЭ выпускники текущего года 1913, в том числе город Якут 1798, ЖАТАЙ-1, 2, 30, негосударственные 62. Количество выпускников прошлых лет уточняется, установочно 368. 8 человек прибыло из других регионов. Вот город Якутск будет принимать участие в пробных экзаменах. Вот на 16 и на сегодняшнее 23 число апробация отменена. 25-го апробация проводится для всех, кроме ППЕ, где иностранный язык. И 26-го будет иностранный язык в 4 школах. 29-го планируется во всех ПП. Вот. Ну, пробные экзамены будут проходить без участников экзамена, выпускников. Вот. ЕГЭ у нас начинается 3 числа. По выплатам всего выпускников 2294 с учетом УКП, Центра образования негосударственных школ. Всего с учетом УКП, который выбыл также один выпускник 5-й школы, отказ от выплат, 17-й школы не предоставил заявление, вот домой ходили, у них семейные проблемы, не пишут заявление. Их убрали, и всего реестре у нас 2291. В смысле, из-за семейных проблем ребенок не получит выплаты 5000, что ли? Ну, заявления не пишут и вообще вот на контакт не идут. Так, ну,
звоночек такой довольно тревожный, поэтому комиссия по делам несовершеннолетних, значит, необходимо на эту семью внимание обратить, все ли там нормально вообще, может, ребенок там в опасности. Принято. Да? Хорошо, дальше. По летнему отдыху у нас ситуация не изменилась. Завтра я подписываю с Федерацией компьютерного спорта, ну, хотя бы, чтобы занять детей дополнительным образованием. У меня все. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, главстрой Варламов Алексей Михайлович. Доброе утро, Сардана Владимировна, доброе утро, коллеги. Прошедшим всех праздником. Ну, по линии главстроя на сегодняшний день, значит, по социальным объектам работы ведутся, ну, относительно планово, конечно, относительно, потому что все-таки некоторые сбои из-за, опять же, трудной работы сегодня по линии коронавирусов, там, с причинами. Это у нас на сегодняшний день ведется задержка решения по сносу СОШ номер 29. Это по управлению Федеральной антимонопольной службы, но на этой неделе, надеюсь, вопрос решится. Значит, по другим социальным объектам, ну, более-менее вот в график мы вошли. Значит, на этой неделе, до конца этого месяца, вернее, мы заканчиваем работу уже по усилению СОШ номер 15. Основная еще тревожность возникала у нас на прошлой неделе, это по проектированию водоотведения аэропорта. Проектировщик также, ссылаясь там, значит, на сложную работу сегодня служб по лаборатории и так далее, уже сегодня идет с отставанием в течение 2 недель по предоставлению данных, значит, по лабораториям. Но, значит, для того, чтобы все-таки на итоговые сроки не отразилось, мы провели на прошлой неделе совещание с исполнителями и все-таки внутренние промежуточные сроки отредактировали для того, чтобы все-таки остаться в итоговых сроках. По улично-дорожной сети на сегодняшний день у нас работы ведутся планово. На сегодняшний день на 15 объектах мы находимся в работе. И со следующей недели, то есть вот с начала июля, у нас еще выход уже должен состояться еще по 6 объектам. Но при этом, значит, соответственно, конечно, уже будем с некоторых объектов планово должны будем уже уходить, так как с этой недели мы начинаем первый асфальт. Это 2 улицы Магана и улицы Хатас. Ну, кратко так. Так, по объектам 2019 года. По объектам 2019 года у нас на сегодняшний день работают по 5 объектам. Значит, до конца июня мы должны еще выйти на 1 объект. Ну и по остальным, по 6 объектам, все-таки мы ожидаем завершения экспертизы. Тоже в прошлой неделе мы отрабатывали все-таки с ними сроки. Вера Алексеевна, та неделя у них тоже сбой была, значит, мы, в общем, материалы не проверялись, и поэтому ну, надеемся, что все-таки на июль месяц выйдем, так как и у нас в планах мероприятий, которые вами утверждены. Да, но вот эти 6 объектов меня беспокоят, поэтому держите на контроле особо. Так, административная комиссия. Феликс Александрович. Доброе утро, Светлана Владимировна. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе составили протоколы административной комиссии, 4 протокола составили, всего 274 нами составлено. В прошлом году было 220. Автодорожный округ 9, Гагаринский 2, Сайсарский 3, Строительный 1, Марха 2. Всего за неделю составлено руками и нами 21 протокол. На прошлой неделе было 35. Всего за год составлено 816. В прошлом году в это же время было 745. И составленных на прошлой неделе по статье 3.5, то есть за нарушение тишины и покоя граждан, 10 протоколов. По статье 3.6 это нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Составлен 1 протокол. Это вот первый протокол за всю историю, который составлен по этой статье. Составлен нами.
По статье 6.9 размещение временных объектов без соответствующих разрешений 1 протокол. По статье 6.19, то есть нанесение надписей, объявлений, размещение объявлений 2 протокола. По статье 6.25 по нарушению правил уборки территории 6 протоколов. И по статье 6.26 по земляным работам 1 протокол. Всего за неделю выдано округами предписаний 15. Из них в отношении управляющих компаний 7. Исполнено 8. Всего за год выдано 3638 предписаний, из них исполнено 3317. И в работе в данное время находится 321 предписание. По коронавирусу, с прошлой недели мы уже начали составлять протокол, не мы, а Управление по делам гражданской обороны окружной администрации города Якутска. На сегодняшний день за 3 дня составлено 32 протокола. По статье 26.1 КоАП РФ протоколы все составлены в отношении продавцов магазинов, торговых объектов, которые находились без масок. Сегодня первая часть... Скажите, пожалуйста, это в основном продуктовые магазины или уже не продовольственные, которые открылись вновь? По всем, и продовольственные, и по всем. Хорошо. Феликс Александрович, пожалуйста, на август месяц запланируйте большое совещание с участием территориальных органов управления по, вообще по работе с управляющими компаниями, по работе по благоустройству и так далее. Хорошо? Хорошо. С выводами. Спасибо. Так, пожалуйста, Павел Николаевич Кириллин. Доброе утро, коллеги. Все структурные подразделения и муниципальные учреждения функционируют в штатном режиме, особых замечаний по их работе за прошлую работу не имеется. В целом, если по работе говорить, то на текущей работе особо останавливаться не буду. У нас продолжится работа по подготовке к предстоящему голосованию по проекту поправок Конституции Российской Федерации. Нами получены к этому времени все СИЗы, пирометры, одноразовые ручки и тому прочее, и они уже выданы нашим избирательным комиссиям. Остается там получить коврики и мелочи, кое-какие еще вещи из Центральной избирательной комиссии, то, что там выделяется. Кроме того, нашим избирательным комиссиям выданы все бюллетени за эти выходные. Кроме того, сейчас у нас продолжается работа по приемке готовности избирательных участков к проведению голосования. Сегодня эти работы будут завершены. Работа проводится силами наших ответработников и руководителей территориальных органов управления. По данным на сегодняшнее утро, где-то 20% участков имеют те или иные недостатки и замечания, на устранение которых им дано 2 дня. Это вчерашние и сегодняшние дни. Работа продолжается. Как мы знаем, из республиканского бюджета у нас выделяются средства в размере 1 300 000 рублей. Эти деньги решено по согласованию с финансистами и с первым заместителем главы городского округа Максимом Макаровичем Ефимовым направить на работу по дезинфекции до и после голосования в избирательных участках, и также на обеспечение избирательных комиссий, вернее, тех помещений, где будет проводиться голосование, для проведения текущей санобработки и дезинфекции. Там будут выделяться средства. У меня все. Спасибо. Наталья Романовна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, прошлую неделю социальный блок отработал в плановом режиме. Так, по реестру выпускников, который дался довольно-таки сложно, на самом-то деле, вплоть до вчерашнего дня, до вечера, мы отрабатывали с управлением образования, с отделом мониторинга. Так, провели совещание с руководителями пункта проведения ЭГЭ, где развернуты участковые избирательные комиссии,
И возникали несколько вопросов. Ну, повторно сегодня в 5 часов совместно с Евдокией Ивановной мы тоже запланировали очередное совещание. Вопросы возникали относительно дезинфекции, кто будет предоставлять. Якобы избирательные комиссии, члены приходят и требуют в школах определенные какие-то средства. Ну, думаю, что эти вопросы отрегулируются. В субботу объездили совместно с депутатами Илтумен Павлом Петровичем Петровым и Парафиным и с министром образования объекты образования микрорайона Марха, в котором принимал участие Николай Анатольевич. Это Мархинская первая школа, детский сад 81 в микрорайоне Кирзавод и 32-ю школу. По открытию завтра памятника якутскому снайперу отработали полностью, в общем-то, мы готовы. Так, ну и продолжается работа по организации голосования 1 июля. Так, и такой вопрос. Парад раритетного автотранспорта у нас завтра запланирован с охватом нескольких улиц. В общем, поручения даны и мною, и Павлом Николаевичем. Мы думаем, что сегодня в течение дня отработаем. Помимо этого, заявка от Управления образования поступила на 38 миллионов. Но с Максимом Макаровичем мы, наверное, еще это пересмотрим. Скорее всего, так. На уровне Максима Макаровича. Ясно. Хорошо, спасибо. Евгений Николаевич Григорьев. Здравствуйте, Сардана Владимировна, здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, строительный блок отработал в штатном режиме, в штабном режиме ведем работу по БКАДу, по ямочному ремонту, по водоотведению, по самоволкам. Все в штатном режиме, вопросов в планированном совещании не имею. Спасибо. Максим Макарович. Добрый день, коллеги. Сардана Владимировна. На прошлой неделе рассмотрели 2 представления прокуратуры. Одно касалось выплаты по ЧС. Нам указывают на то, что у нас нет порядка, но в своей работе руководствовались порядком правительства. Видимо, придется свой порядок корректировать в этом плане. И Консерваторы? Нет, выплаты, материальные выплаты пострадавшим при ЧС, при наводнении. Поняла. Представление по энергосбережению по 261 ФЗ, там отмечено, что работа у нас не отрегулирована, но провел встречу на эту тему. Соответствующие поручения даны организациям, которые у нас содержат здания и сооружения. Основное замечание — отсутствие программы и отсутствие приборов учета. Также, значит, провел совещание по организации своевременной оплаты за ремонт. Дело в том, что в связи с улучшением обстановки поручение Владимира Владимировича Путина спущено в регионы, чтобы все предприятия обеспечили 100% оплату за ресурсы. Но у нас в этом плане отставания нету, все своевременно рассчитываются. Но чтобы быть до конца уверенными, мы должны перейти еще на электронный документооборот с ресурсниками. Вот эту работу сейчас налаживаем. Так, принял участие в совещании по противопожарной обстановке, проводил Колодильников, первый заместитель председателя. Отмечено, что погода, прогноз на лето у нас это засушливое и жаркое лето, и поэтому класс пожароопасности будет повышаться. Рассмотрели вопрос фонда перераспределения сельхозземель. Даны поручения о закреплении свободных земельных участков максимально за управление сельского хозяйства. И все-таки ревизию еще делать по использованию сельхозземель. И те, которые не используются, все-таки рассмотреть вопрос их, на основе них формировать фонд перераспределения сельхозземель. Министерство Дальнего Востока проводило совещание по внедрению IT-платформы. Дело в том, что компания Норникель разработала соответствующую платформу, внедряет по северным городам, таким как Норильск, Мурманск, ну, в зоне своей работы, Красноярск, и хотят сохранить этот опыт на Дальний Восток. Министерство Дальнего Востока этот вопрос поддерживает. Рассмотрены межведомственной комиссией по оценке ущерба. Мы переформатировали наши акты, направили это в Министерство транспорта, чтобы уже не как ЧС, а из Дорожного фонда получить выплаты
С министром я разговаривал, как бы он обещал дать соответствующую поддержку. У меня все. Хорошо, спасибо. Альберт Никандрович, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вчера, в День памяти и скорби, депутатами Якутской городской думы возложили цветы к памятникам на площади Победы и мемориального комплекса солдат Туймады. Бросается в глаза, что ремонт до конца не проведен, местами лежит мусор. Прошу обратить на это внимание. Завтра у нас, согласно указу президента, выходной день. Главный парад Победы состоится в городе Москва. Несмотря на то, что парад завтра у нас в городе не состоится, хотелось бы, чтобы там было до конца все отремонтировано и чисто, особенно в юбилейный год. Также вынужден обратить ваше внимание на Маганское кладбище. В местах сбора мусора стоят переполненные мусорные баки, и видно, что мусор давно не вывозился. Ветром этот мусор разбрасывается обратно. Прошу решить вопрос о вывозе мусора на муниципальном предприятии. Коллеги, нам с вами пришлось решить большое количество задач и вопросов, много еще предстоит сделать. Это и подготовка к новому учебному году, вопросы по бюджету города, отопительному сезону, ну и так далее. По проблемным вопросам отрасли городского образования коллеги предложили в формате депутатского часа 8 июля встретиться с новым министром образования республики Сивцевым Михаилом Петровичем, чтобы задать волнующие многих педагогов вопросы. Прошу коллег из соответствующих структурных подразделений окружной администрации подготовить материалы к этой встрече в плотном контакте с постоянной комиссией Якутской городской думы по социальной политике. Также хочу заострить внимание на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля этого года. Прошу мобилизоваться, решать возникающие организационные вопросы в ускоренном режиме, так как времени остается совсем мало. Ну и, как сказала Сардана Владимировна, голосование начнется уже с 25 июля. В прошлую пятницу, 19 июня, на заседании Президиума Якутской городской думы была утверждена повестка неочередной 18-й сессии Якутской городской думы. Напомню, что 18-я неочередная сессия Якутской городской думы состоится сегодня в 10 часов в формате личного присутствия депутатов. Благодарю за внимание. Всем успешной рабочей недели. Спасибо, Альберт Никандрович. Ну, по Маганскому кладбищу протокольно вписать. Мы ритуал необходимо уборку провести. По площади Ленина ремонт планируется к основным мероприятиям 3 сентября, поэтому июль-август площадь будет отремонтирована. Так. Площадь Победы, наверное, да? По площади Победы, разумеется. Спасибо. Значит, так, коллеги, на контроле этой недели подготовка к отопительному сезону 2021. Далее, значит, безопасные и качественные автомобильные дороги, объекты 2020 года, объекты 2019 года. Далее, санитарное состояние города Якутска, это, значит, под неусыпным контролем еженедельно у нас с вами происходит. Обратите внимание на информацию о повышении класса опасности в связи с тем, что у нас на территории уже действует пожароопасный сезон, в связи с повышением температуры ситуация будет усугубляться, поэтому всем службам быть готовыми. Подготовка к единому государственному экзамену, значит, все мероприятия организационные, которые мы должны провести, мы должны с вами неукоснительно их сделать. Далее, значит, подготовка к общероссийскому голосованию, которое начнется 25 числа. Это основные задачи на эту неделю. И также напоминаю, значит, пассажирскому транспорту о том, что с 25 июня мы с вами должны восстановить нормальное движение автобусов. Большое спасибо, удачной всем недели, никому не болеть.